Бомж алкаштарды уазикка тек. Без паспортов. Приятель кайып кетіп баралы. Наири еще забрал паспорт. Без паспорта. Наири еще забрал паспорта. Не зря он сказал. Удачи, девочки, не зря сказал. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я иляха илляллах Мухаммад расуллах. Амин. Зачем? Он так, они все так ездят. Они говорят, можно быстрее. Куда? Вкусная, кушайте. Ошағыз, как будто суынлап паралар бізді. Почему говорят, не строят дома здесь? Неудобно же жить, магазинов нет. Магазин зачем здесь? Никакой цивилизации там. У них все свое будет. Они держат что, скот? Да. А в горах есть у вас сено? Да. А потом оттуда вы его как сюда привозите? На машине. Здесь только взрослые люди живут. Товарищ водительдің біз киімдерін киіп алғанбыз. Заринаның шапкасын киіп алған. Заринда шапкасы, минем ыштан Заринада, минем ремень, мында бір шапка. Наириның курткасы, Наскелер кофтасы Наириның. Да. Вы тоже хотите пойти? Туалет 30 рублей. Перевод платный. Основательно готовится был к походу. Мы спустились вниз прямо в каньон. И здесь, прикиньте, деревня. Вот вы своими глазами видели деревню. Прямо на скалах находится деревня. Очень маленькая. И почему мы спросили, здесь люди живут, да, красиво же говорят. Я говорю, блин, их вообще не найдешь даже. Из самолета даже не видно. Они с деревьями вместе смешались, их домики, да. Ну, смешались. Вот даже раньше, наверное, враг, когда хотел захватить их, да, не мог, наверное, захватить. Потому что действительно не угадаешь, что вот в этом месте может быть деревня. Вы знаете, что в Дагестане вообще нету бань, да. И вот задали вопрос, а где ваши, говорят, мылись-то? Мылись в тазиках. Он даже не знает, что такое баня. Рахатын бельнайдар баняным, прикиньте, духа. Наш девичник полетит на этом розовом катере. Так, сяду. Вот это его место. Вот тут самое безопасное место. Маленько, и вы на коленочках. Вы можете на коленке сесть мне. Знаете, есть в катере специальные места, где можно экстрим получить. Задние места. Я тоже хочу. Вот. На заднее место, Да. что ли? Иди садись. Ну а если ты улетишь, я не виновата. Лезет, дугалка, давай. На моих молитвах только вы приехали сюда. Да. Подождите, мы не одели же, подождите. Подождите. Аша, отырмананда. Я минаның артында отырамын, хутқа. Нет, отырмананда. Қайда тұтынайын? Вот же. Акча бар бұл. Ақша бар. Я буду садиться. Зарина, тұтын. Тебе надо сюда. Здесь на все месте остановка, идем сюда садись. Вот ручка. Мама бахтовик какой-то. Сразу говорю, там чуть брызги были. Здесь брызги. На водопаде, вот за мной водопад, там можно, говорит, делать фотосессию. Девочки пошли, а что не делаете фотосессию? Делаете? А, вы здесь, что ли? Я думала, вы туда прямо пойдете и будете делать. Как через воду? Так-то я тоже могу фоткаться, конечно, все нормально. Даже какой-то мотор, этот чик сделался, звук какой-то был, и вот сейчас ремонтируют мотор. Видите, вон открыли что-то с мотором.
И водитель катера говорит, на обратной пути будем плыть. Вообще, такие эмоции, друзья. Я, конечно, половину пути не видела, потому что закрыла глаза. Потому что мне очень страшно было, очень. Дагестан – это республика водопадов. Вот куда ни посмотреть, везде водопады на самом деле. Промокла, да? Ну, сильно, потому что сулурун кайнак баштары белян. Девочки промокли. Все. Катер сломался, другой вызывают нам. Что, правда, что ли? Другой вызывают, говорит. Кто-то, блин, это грешный тут. Аж катер сломался из-за вас, ням баштары белян. Вообще здесь связь не ловит, они не могут вызвать этот другой катер. Мы не виноваты, если что. Но мы надолго застряли здесь, поход делать, друзья. Ладно, мы хорошо поели. Одели нас на капошат-клар. Но Нечисто. паспорта забрали, блин. Короче, друзья, знаете что? Тут еще дают ковшик, смотрите, и воду дают пить из ковша, потому что эта вода в Сулавском каньоне считается святой. Молитву читаешь уже? нельзя пить. В смысле нельзя? Я уже выпила. Нельзя, что ли? Результат матча узнаем, давай. Нет, можно или нельзя? Я уже выпила, и что будет? Или это плохо? Нормально, давай, пейте. Или вообще-то посрахтайте, потому катер это вообще не... Я, конечно, лучше нафиг. Или не согласен? Ну, не знаю. Ну да катерда, шаптарда, бензиндар, не тебе ребята, гауница, что ли? Имидж святой. Катерного клара. А я быстренько сейчас пройду. Я вообще самый быстрый фотосессии у меня, как и всегда. Сейчас я что-нибудь рожу скорчила, давай. Зарина, сфоткай меня. Эй, не раскачивайте катер! Катер не раскачивайте! Мне было мало тебя, душа горела, а я ищу тебя, но изночи зову тебя, ты не молчи. Было мало тебя, душу согреет твоя, просишь меня, себя ты найти, дождись меня, ведь я в пути. Шоу-бизнес, мой инстаграм, я твой стресс, забила на стресс, я делаю я, ты пишешь мне хейт, я делаю два. Шоу-бизнес, мой инстаграм, я твой стресс. Кайфуем на сломанной моторке! Мы не унываем! Через неделю до Махачкалы доплывем! Седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, и все мои тайны. Но скорее ты помочь не можешь, и темнота моя. Мне одному совсем ни к чему. Лицо посмотри, человека, лицо. О, прямо впереди. Видите? Вот. Впереди, вот. Да! А ты что это такое? Лицо человека. Это девушка, Наташа ее зовут. Вот теперь вы знаете, доктор, что смотрящий за Сулавским каньоном Наташа. Купаться будете? Купаться? Нет, нет, не будем купаться, вы что? Мотор, дорогие, мотор. Печку включить вам? Печку включить? А что, печка есть, что ли? Конечно есть. А куда она дует, и здесь крыши нет? А еще... Все, посмотри вот туда. Видите? Это Магомед. Я, блин, что-то... Ну ты испугалась. Юрагма сердце. У меня это от шока все тело застыло. Магомед! Гостиниц. Настоящий башкирский мед, лечебный, имбирь с лимоном. Спасибо большое. Крем-мед. Такого меда у вас нету. Попробуем.
У вас вообще невкусный мед. У нас вообще офигительный башкирский мед. Нет, тут попробуйте, вот даже откройте вот так, попробуйте пальчиком. Офигеете от нашего вкусного меда. Это лечебный, очень. Да? Да. Имбирь там? Имбирь с лимоном сделанный. Конечно, вкусный. Ваши пчелы делают неправильный мед, а наши очень правильный. Спасибо. Мы сейчас будем снимать рекламу моих костюмчиков летних. Лариса, подай-ка мои костюмчики летние. Вот мы с собой их привезли в Махачкалу, представляете, в автобусе. Вот такие вот разноцветные костюмчики. Это без Лариса, знаешь, как кто выглядит? Ты автобусдан барыгалар, хаталар, местный ты аульский бадар. Я, может, сразу вот такие требования, А я по обрату еще распродажа костюмчиков. Приходите, девочки, берите. Вот этот Адам за 500 рублей, этот всего за 300 рублей. Два берешь 500 рублей. Нет, Да, за 1000. подходи, забирай. Не прогадаешь, лето близко, не потеть, не мерзнуть, ничего не будешь. Давайте, подходите, забирайте. Разные цвета. Хлопок стопроцентный эстапель. Что не подходите? Хоть бы брехи бьют. Я, говорит, думала, наоборот, не надо, говорит. Вот эти вот костюмы, моей летняя коллекция, остатков очень мало. Это лимитированная коллекция. Осталось всего, я не знаю, сколько штук там, штук 20, что ли. Все размеры есть, до 56-го. Это стопроцентный штапель. Вообще офигительная ткань. Это дорогой штапель, между прочим. Ей ни хрена лачирлетмей. Тело все дышит. Это просто, знаете, изумительный костюмчик с шортиками. Можно, кстати, его носить так же, как и домашнюю одежду. На море, в Сочи. В Дубай, конечно, вы не сможете там ходить. В Дагестане тоже вы в шортиках не сможете ходить. Но ейген беден Башкортстанда, Сочила, Турция, рахаттанып отдыхательтерге йөргә була. И также үйдә, как домашнюю одежду можно носить, между прочим. Разные цвета. Смотрите, какие сочные цвета. Офигительные, да? Всех девчонок задействовали. Бында все переодеваются. Ляйсан, мой голубой костюм. Ляйсан, как мой костюм, честно говоря? Отличный. Мына Регина уже бында модель, позирует, карагылары. Модель, ае. Енді күйдіріп, қарали, ай. Вообще бесит, а? Вот, девчонки. Давайте ее нечаянно с карьеры сбросим. Да. Азалия уже домой хочет, походу, делать. Залюшка, что, домой хочет? Что читаешь, сколько? Ты не будешь моих костюмов рекламировать? Нет. Ладно. I don't need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and bad, listen to the fire sing. Вот, девочки, видели вы, какие красивые в моих ярких костюмах? Да. Вот. Это все потому, что они яркие, красивые, летние. Звезды. Да, надо в ярких костюмах ходить. Да, кстати, да. Вот заметили, что вы одели, вы преобразились. Ага. Вот так вот, поэтому, дорогие друзья, выбирайте мои костюмчики, будьте яркими, чтобы вас издалека было видно, чтобы заприметили и сказали, нифига себе, что за шикарная, яркая женщина идет. Вот девчонки одели, и сразу у них, знаете, проявилась их яркая сторона. Тестостерон Да, поднялся. да, поэтому вы Тестостерон. раскрывайте свою яркую сторону, одевайте мои яркие костюмчики. Вот именно мои яркие, качественные, летние костюмчики раскрывают в женщинах яркую сторону. И так жизнь серая. Да, и так жизнь серая. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Именно сәмлі шашлыктар әзірленіп, специально сіздің үшін. Бында, короче, дагестанский барашек, да, и дагестанский тауық. Рахатланып тұрып ашады. Шашлыки знаете, как кушать? Руками надо есть шашлыки. Я руками ем. Прямо как кавказец, горянка или горец. То есть так неправильно, да? Городские темы оставьте. Ляйсан, как вам дагестанская курица? Очень вкусная, мягкая. Отличается от нашей? Приправа. Бомбически тузуда, ребят. Дерзкая дагестанская курица. Добро, По-дерзки соус. сделанная. Баранину попробовали? Да. Нет, еще. Я да. Что скажешь? Классно. Не воняет? Нет. Ошамасаң тишкә керә, ошасаң тишкә керә. Что там говорил Альберт Агай, как старая бабка, потому что ты... Помните, да? Откуда он знает, интересно, как пахнет старая бабка? Шашлык здесь очень-очень вкусный. Честно говоря, всю свою жизнь я думала, что самый вкусный шашлык я пробовала недалеко от своего дома, который готовил у нас один мужчина из Абхазии. Но
Приехав сюда, я поняла, что я была не права. Это совершенно другой уровень. Вы не понимаете. Во-первых, вы в горах. Во-вторых, это не такая баранина, которую готовит, там, допустим, ваш папа. Это как будто это шеф вашего папы, это босс вашего папы готовит, это папа вашего папы, понимаете? Это вот просто, это совершенно другой уровень. Папа готовит вкусно, то это ультра-мега-супер вкусно. Папа без обид, прости, папа, я тебя очень... А ну давай сюда, блин, папа обидится и не может. Офигеть. Альберт, ты этого не слышал и не видел. Это, короче, доктор. Сегодня у нас заключительный вечер тоже. Заключительный вечер у нас сегодня в Дагестане, доктор. И заключительный вечер закрывает наша восходящая звезда. Гид из Дагестана, армянин Ираклий, который живет в Питере. Какой сейчас здесь он очутился, я понятия не имею, доктор. Вот здесь есть лобное место, кстати говоря, прикиньте, вот такая вот беседка. Здесь можно разжигать костер, пить чай и сидеть вот в таком вот хорошей компании. Где поля, мои поля? Где леса, мои леса? На столе коньяк и свечи догорают в тишине. Ветер по огню стучится, вспоминая о тебе. В зеркале моем мелькает отражение твое. Только сердце точно знает, почему и для чего. Взяла, отбила жадно Казанову у других. Появилась так внезапно и исчезла, словно блик. Приручила, погубила твои чувства навсегда. Чарами приворожила, обманула, обвела. Вянут розы в снегу, сердце капает кровь. Быть с тобой не хочу и не верю в любовь. Вянут розы в снегу, сердце капает кровь. Без тебя не смогу и прощу тебя вновь. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут. Нас в хрущевке двое. Это был самый крутой дуэт, доктор. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Ай, брусничный цвет, Я слов не знаю. свет, али есть то место, али его нет. Будет добрый год, хлеба рот. Было всякое пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя красавица.